Ассаляму алейкум, мир вам и милость Аллаха, уважаемые братья и сестры, а также приветствую людей, которые стремятся к истине. Нас давно не было в связи с тем, что был период хаджа, и наш Шамиль поехал на хадж, да примет Аллах хадж, Шамиль. Аминь. Я также приветствую тебя на нашем подкасте. Я очень рад тебя видеть в очередной раз. Альхамдулилля, по милости Аллаха, мы с тобой записываем подкаст. Шамиль, знаешь, я хотел бы начать с того, что, так, предисловие сказать. Теперь появились, те же самые персонажи, но уже у них новая тема пошла, новая волна тем, что они начинают вбросы делать, лживые бросы, навешивать ложные ярлыки на ислам, говоря, что мусульмане, то есть обязаны, как будто ислам обязывает мусульман относиться презренно к немусульманам, относиться плохо к немусульманам и так далее, ко всяким немусульманам без разбора. Скажи, Шамиль, пожалуйста, вот какое отношение у мусульман к немусульманам в исламе? Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Приветствуем всех. Пусть Аллах Всевышний дарует нам правильное понимание и правильное исследование этой прекрасной религии. Обязательно эти вопросы нужно поднимать вновь и вновь, так как мы начали работу против исламофобов, которые сегодня противостоят якобы своими, как ты сказал, выбросами некоторой информации и пытаются загрязнить ислам, мусульман, что у них никогда не получилось и не получится, так как Всевышний свою религию сохраняет по причине именно тех рабов, которые Аллах наставляет и дает ему, каждому из своих рабов, или же таким как пророки, аулия и последователям этих великих людей, дает им возможность принять это великое участие в защите этой прекрасной религии. До того, как начать эту важную тему о том, какое отношение мусульман к немусульманам в религии ислам и как наша прекрасная религия требует относиться к немусульманам, очень важно начать именно с аята, где Аллах в Коране, аста'изу биллях, говорит: «Я айюхан насу аттаку раббакум». Просто один этот аят, он объемлет настолько огромное значение и охватывает всех людей. Аллах говорит: «О люди, бойтесь своего Господа». Сюда входят и верующие, и неверующие, и лицемеры. Ученые говорят, тут обращение «Я айюханнас», «О люди», не «Я айюхаллазина аману», не те, которые уверовали. И в этом аяте Аллах дает знать, что «О все люди». Когда мы говорим «О все люди, бойтесь Аллаха», по отношению к тому, кто не уверовал, Аллах говорит: уверуй и бойся Аллаха. По отношению к мунафику, тот, который лицемер, внешне показывает, что он верующий, а на самом деле нет, Аллах говорит: будьте искренними им, будьте именно теми, какие вы должны быть верующими, то есть не просто внешне, как будто бы верующие, а и внутри тоже. А по отношению к верующим людям тут имеется в виду те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, то есть ограждать себя от грехов. Этот один аят, он объемлет всех людей. И призыв в этом аяте, чтобы все были те, которые уверовали в Всевышнего, уверовали в пророков, уверовали в ту религию, которую Аллах не спаслал. Далее Аллах Всевышний в другом аяте говорит: «Инна Аллаха я'муру бил адли валь ихсани ва ита'i зил курба», что означает: Аллах повелевает вам быть справедливыми, быть искренними, соблюдать религию Всевышнего и обязательно взаимоотношения с своими близкими. То есть Аллах повелевает я'муру, чтобы вы были взаимоотношения с родственниками, близкими, объемлет тоже этот аят. Этот аят, он дает нам знать общее понимание, как прекрасна религия. Это призыв к добру, призыв к благу. Нету никакой жестокости, грязи, нету призыва к несправедливости. Это одно. Второй момент, очень важный. Сегодня, обсуждая или говоря о этой прекрасной религии Всевышнего, мы должны понимать, тот, кто говорит о какой-то дисциплине, о каком-то учении, этот человек, он должен быть компетентным специалистом в этом учении. Ибо мы не даем, например, сапожнику говорить о микрохирургии, например, как проводить глазные операции. Сапожник, который сидит в интернете и будет мне рассказывать о хирургии,
будь то это кардиология, будь то это глазная операция, я не буду его слушать, зная, что он сапожник, зная, что он невежественный, потому что быть сапожником – это плохая деятельность. Это нужная деятельность и полезная деятельность. Я не унижаю того, кто занимается и зарабатывает на жизнь, но он не имеет права говорить о какой-либо другой дисциплине и науке, в которой он не разбирается. И вот такие объекты общения, которые до сих пор мы слышим, от него некоторые ролики меня доносят, говорят, тут он так сказал, тут он как можно прокомментировать. Он по отношению к религии как сапожник на самом деле, хотя он и, наверное, наверняка и не знает эту деятельность. Он сидит и чисто у него идет болтовня и нападки якобы через аяты и хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, на религию. Это мы должны понимать. То есть человек, который говорит о каком-то учении, тем более этой прекрасной религии Всевышнего, должен быть специалист, должен быть ученый человек, должен быть тот, который разбирается в религии, в Коране и в Сунне, а не кто попал. Этот момент очень важный. Второй момент. Потребление информации, потребление получения знаний. Ученые разделили на два вида, там есть и подвиды, но в целом, в общем, это два вида. Первый вид, правильный вид получения знаний. Как он? Это системное, дисциплинированное получение знаний. Мы об этом говорили в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, от учителя к ученику, из уст в уста, как подобает, по цепочке от пророка. Тогда ты не заблудишься. Не из книг, не из интернета, не из искусственного интеллекта, ни от кого попало, ни от сапожников, от объекта нашего общения. Не от них. Они некомпетентны ни в какой-либо дисциплине. Они болтуны. Они болтают и сидят, тут берут, там берут. И у них еще один момент важный. Когда мы приводим доказательства, когда мы приводим столько подкастов, сделать столько благодарностей, нету мужества и храбрости признать хотя бы одну ошибку. У них же нету обратной связи, они же не говорят, они другую тему берут и уже переходят на другую тему. А в этой теме ни разу не хватило мужества сказать, да, я здесь ошибся, да, я вот здесь вот неправильно сказал, я тут поспешил. Почему? Потому что исламского ничего нету, чеченского ноль, и даже хотя бы нету у этих людей элементарно мужского и человеческого. Это человеческое качество, уметь признать свою ошибку. Ты должен понимать, что я, ты, любой человек ошибается. Но у нас есть даже в религиозных вопросах ошибки, хотя мы стремимся не ошибаться, но мы допускаем, и есть ошибки. А он кто такой? И нету мужества, храбрости признать свои ошибки, этого тоже нету. Значит, первое, самое правильное получение знания – это системно, дисциплинированно, как подобает. Второй вид, который он преподносит, и люди получают, это получение называется именно пассивным путем. То есть они сидят в интернете, не трудятся, лениво, тут послушал, там послушал, и у него получается картина определенного, например, какого-то вопроса, в нашем случае ислама, у него искаженная появляется, у него появляется иллюзия. Значит, вот так вот, здесь вот так вот. Почему? Потому что у него нету системы. У него нету основ, у него нету правил, у него нету пунктов, у него нету подправил, у него ничего нету в голове, системности нету. Ему просто сказали, вот ислам призывает убивать неверующих. Все. Иван с Москвы, Джон с Америки, там, Джеки Чан с Китая уже думают, мы все попадаем под этот аят, мусульмане, да, они звери, все значит. Видишь, искаженно. Он приводит аят якобы, приводит название суры, приводит и зачитывает. Конечно же, с Москвы Наташа, там, Петя с Питера, с Америки какой-то еще, они, те, которые не мусульмане, ислам, значит, призывают убивать не мусульман. Представляешь, почему? Потому что у него нет правил в голове, у него нет, кто такие мусульмане, кто такие не мусульмане, на сколько категорий они делятся, не делятся. Об этом как раз-таки будем говорить. Значит, второй вид получения информации, это и не считается получение знаний. Почему? Знание что такое? Ученый говорит, это то, что несет с собой пользу. И
подкреплено доказательствами. Это уже 100%. Это называется знание. Остальное информация. Вот, например, если тебе сообщили 5 человек о какой-то аварии, которая произошла вчера на окраине города. Один говорит 3 убитых, третий говорит 2, четвертый говорит никто не умер, пятый говорит еще что-то. Разная информация об одной ситуации. Как тебе понять, откуда что получить и прийти правильно? Не получится. То же самое, например, если приведем мирской пример получения информации, например, некоторые получают, просто зазубривают, а некоторые изучают правила. И человек, который изучает правила дисциплинированно, системно, как подобает, он уже разбирается в любых сферах, будучи это, например, правила дорожного движения, будучи это медицина, он уже знает общие правила, подпункты. А тут зубрежка. Поэтому специалист никогда не будет достойным специалистом, например, даже если у него красный диплом, если он чисто зубрил и не понял, и не умеет использовать правила, а тем более такие сапожники, такие люди, как сидят в Европе и обсуждают о нашей религии. Поэтому мы говорим, получение знания, оно должно быть системное, дисциплинированное. Тот, кто хочет изучать религию и какую-либо науку, пусть он не пассивный подход, второй, как попало, где попало, берет, а именно получает от компетентных, дисциплинированных, набожных, богобоязненных ученых ислама. Это мы поняли. Значит, он приводит аяты, якобы перевод, как мы уже говорили, Кулиевский и ему подобные, и хочет нам объяснить нашу религию. Это глубочайшее заблуждение, которое мы никак не примем. И теперь перейдем именно после подготовки почвы к тому вопросу, который ты сказал. Сегодня, когда мы говорим о немусульманах, мы должны понимать, осознавать, что в общем мы все люди. Мы все произошли от одного отца и от одной матери. Даже если мы скажем, например, что такой-то человек, даже если он не мусульманин, наш брат с точки зрения человечности, например, он наш брат по Адаму, вообще нет проблем. Он действительно наш брат по Адаму, он произошел, мы все произошли от одного человека. Темнокожие, например, европейцы, азиаты и тому подобное. Все произошли от одного человека, Адама, алейхиссалям, и его жены Хауа. Он наш брат не по вере, он наш брат по Адаму с точки зрения человечности. Но братство бывает разное. Братство бывает в каких-то сферах, братство бывает и другие. Но мы говорим, по вере брат, это тот, кто уверовал. А тот, который по Адаму, он наш брат по Адаму. И мы должны понимать, что нету ни в коем случае призыва к уничтожению народа, к уничтожению нации, к уничтожению кого-либо. И поэтому мы сейчас объясним тот перевод, который он приводит, как он на самом деле есть и о ком там речь идет. То, что он приводит, аяты из суры Ат-Тауба, 29 аят до 36 и другие аяты, сказано в Коране, астаилу билля, где говорится именно о неверующих, сказано «Катилу аллазина ла ю'минуна биллахи валя бил яумил ахир» и до конца. То есть сражайтесь с теми, которые не уверовали в Аллаха, не уверовали в судный день, не уверовали в пророка и далее. И сказано «катилу». Теперь смотрим. Тут призыв о том, что мы должны сражаться с теми, кто не уверовал. То есть те, которые не признали призыв пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Это внешний смысл. Но тут же Аллах в Коране в другом аяте дает нам знать, что не запрещено, какой суре, Аль-Мумтахина, сказано «Ля янхакумуллах», то есть Аллах не запрещает вам относиться с добром, именно хорошим отношением к тем, кто не уверовал, или к немусульманам, те, которые, например, не признали призыв пророка, алейхиссалату вассалам, если же они не сражаются с вами, не выводят вас из своих домов, не забирают у вас имущество, не распространяют зло, то есть они не противостоят и не способствуют тому,
чтобы, например, распространять зло, несправедливость, грязь и тому подобное на земле. То есть они смуту, фитну. И теперь мы должны понять, в одном аяте Аллах говорит, сражайтесь, в другом аяте говорит, я не запрещаю вам относиться к ним добром, хорошо, отношения налаживать с ними. Нету запрета. Теперь надо же совместить два аята. В одном аяте так, в другом аяте другом. Поэтому ученые что говорят? Основываясь на этот аят, так как он объясняет второй, и также хадисы пророка, где пророк в одном изречении говорит «зимми». Это кто такой, мы объясним. То есть не мусульманин, зимми, тот, который под покровительством мусульман живет на территории мусульман. Второй – это харби, тот, который противостоит и сражается, и все делает, чтобы уничтожать мусульман, чтобы исказить, искоренить религию ислам. Противник, то есть враг. Это называется харби или мухариб. Второй – это муахид, тот, который имеет договоренность. То, что пророк, алейхиссалату вассалам, худайбитское, как известно, соглашение, да, там то, что он договорился, это указано то, что пророк договорился, и все, пророк соблюдает все как надо, на 10 лет, на 10 лет, минимум на 10 лет и далее. И есть также другой вид не мусульман, называется мустаман, то есть который ему дали амана. То есть он даже харби, он противостоит, он против религии и против мусульман и сражается, но даже с ним можно заключить такой аману, что сказать, ты сейчас под моим покровительством, ты можешь заехать к нам, решить вопрос, что нужно и тому подобное. Даже есть четвертая категория. И там есть свои подкатегории. То есть в общем, в целом, 4 категории разделили ученые, не мусульман. Теперь будем говорить о том, какое отношение к ним. Мы сказали, что тот, который, например, мухариб, сражается, харби, не мусульманин, харби, тот, который выступил войной, то есть он противостоит истине, он противостоит религии, он противостоит мусульманам, и он злодеяние, и он распространяет зло. С таким человеком как можно поступать другим? Любую страну заедь, любую. Твоя есть система. Тот, кто идет против государства, против местных законов, против правительства, против правителя, что с ним делают? Его по голове гладят, что ли? Или его принимают, дают ему распространять свое зло? Нет, конечно. То отсюда следует, что есть та категория не мусульман, которая против из 4. Как раз-таки в этом аяте, где сказано «катилю», сражайтесь, это именно вот эта категория, которая противостоит истине, противостоит ислам, противостоит мусульманам. Эти другие 3 категории автоматически из этого аята они уходят. До того, пока они в этом статусе. Или он мустаман, или ему дали амана, или он муахид, пока он заключил договор о совместном, например, проживании. Или же совместное проживание имеется в другой стране, но он проживает там, там распределяются свои условия. Мы не будем это делать, это делать, это делать, вы не будете это распределять свои пункты и подписывают документ. Все. При свидетелях словесно договариваются. И зимми, тот, который живет на территории мусульман, и он живет, именно подробно мы сейчас объясним, кто такой зимми, какое его положение, что такой человек, зимми, он под покровительством правителя, он живет своей жизнью, он соблюдает свою религию, он покупает, продает, никто не имеет права даже его словами унизить или указать на его там религию, чтобы сказать, ты такой-то, ты такой-то, ты сякой-то, обидеть его никто не имеет права. Никто не имеет права его бить, угнетать. У него тоже свои, конечно, ограничения, он тоже не должен там на мусульман делать то же самое, то и этот человек, вот внимание, этот человек, он платит джизью, мы тоже об этом поговорим, налог определенный, это небольшая сумма в год, это меньше, чем закат мусульман даже, мусульманин дает закат больше, чем зимми дает налог. И для чего дает? Чтобы его ограждали от зла, чтобы он был под покровительством и сохранностью мусульман за вот то, что он дает. И плюс к этому он освобождается от военной службы. Например, мусульмане выступают сражаться, например, против врага.
зими не идет. И его мусульманин должен защищать, даже отдать свою жизнь за него, потому что он договорился жить с мусульманами на территории мусульман и платит налог, и за этого человека мы отдаем жизнь, а этот говорит, надо убивать мусульман, вот этот сапожник. А теперь вопрос. Покажите мне хоть одно государство, которое не призывает, например, да, на службу, даже если он мусульманин, не мусульман, без разницы. Да. Если он живет и является гражданином этого государства, покажите мне. Те, которые лают там, да, хочу сказать, где такое справедливое отношение, настолько высокое справедливое отношение к людям, которые не мусульмане, они даже имеют право, если они платят жизнью, да, налог, имеют право не принимать участие в войне. Не захотел, не пошел. Да. Все. Вот настолько вас разбивают. И то, внимание, и то, это должен быть тот, который подходит под военную службу. То есть у женщин, стариков, детей не берется джизья. Берется у того, кто, ну там есть свои подкатегории, это большая тема. Тот, который имеет возможность участвовать, например, в сражении, участвовать в определенных вопросах, которые участвуют мужчины, здоровые мужчины, он дает и таким образом освобождается от военной службы, и в данном государстве его защищают. Его права защищаются. Никто его не унижает, никто его не бьет. Теперь, внимание, он приводит аят. И когда слышат это, например, не мусульманская публика, мы же видим комментарии, ислам, он призывает к такому-то, сякому-то, он призывает убивать нас и тому подобное. Это вообще не касается обычных мирных жителей. Этот аят вообще не касается жителей Москвы, жителей Питера, жителей еще кого-то. То есть имеется обычных жителей, этот аят не касается. Этот аят касается тех, которые противостоят истине. Системно или государством или тому подобное, они выдвинули, например, свои войска и уничтожают. Или распространяют зло, несправедливость в определенном, например, государстве, и данное общество они унижают, они этим самым угнетают. Вот такие люди. То есть это именно те, которые сидят у власти, те, которые на данной местности, они распространяют зло. Об них речь идет. Там не идет речь о хлебопеке, там, сапожники, там, Андрей, там, врач Джон, там, еще кто-то. Не о них идет речь. Но, конечно же, когда вот такой объект нашего общения приводит аяты, это для них появляется страх. Они сразу, ничего себе, если тогда вот мой сосед, он что, лицемерит, что ли? Тому подобное. Если бы этот аят заключал бы всех, то нам надо было и с туристами разбираться, которые сюда приезжают. Те, которые, например, наши знакомые приезжают сюда, мы к ним ездим, они к нам ездят. И тому подобное. Тогда сюда запускать никого нельзя было бы. Ну, Шамиль, в первую очередь, знаешь, даже вот этот персонаж, который, да, он, как ты сказал, он же как бы заявляет, что это как бы для всех. И тогда, смотрите, не мусульмане, видите. То есть, как ты сказал, любой, да, потребляющий человек, там, смотрящий контент, увидев вот этот заголовок, он что делает? Эпоху цифровых технологий, YouTube-платформу, что он делает? Он берет громкие заголовки, пишет это и... Люди клюют на это, понимаешь, заходят, а он обобщает все. Вот он берет, как этот аят, он обобщил всех, про его бить. То есть, любое зло, которое порождается против человека незаконным путем, да, остановить это является нормальным. И как ты привел пример, любое государство, в котором в государстве будет преступление, их остановят преступников, даже их будет ловить. Если мусульманин живет мирной жизнью, к нему приходит не мусульманин, заходит в дом и начинает там стрелять в жену, детей убивать и так далее. Да. Что мусульманин должен смирно сидеть, что ли? Да, да. Об этом против таких беззаконников, конечно, и говорится, против тех, которые против мусульман, против религии воюют. Про таких говорится, не о каждом человеке. Поэтому не верьте людям, как Шамиль сказал, которые некомпетентны в том, чтобы рассказывать про религию ислам. У него нету, не то что азов даже понимания у этого человека нету. И очень важный момент, то, что мы сказали, привели ая, где сказано «Катилю лазина ля ю'минун», то есть сражайтесь с теми, которые не уверовали и тому подобное, что этот аят, он исключительно от тех, которые мы сказали, это харби или мухариб, тот, который сражается. Потому что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, изречениях достоверных, в одном изречении говорит «Аля ман залама муахидан».
пусть знает тот, который угнетал. Муахид – это тот, кто договорился с мусульманами, то есть угнетал его. Или же сказано «Оукалляфаху фаука тaqати», или же сверх того, что он обязан, наваливает на него, сверху еще делает и тому подобное, то посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит, что «Оу ахаза минху шай», или взял у него угнетением что-либо, забрал у него, например, и тому подобное, то пророк говорит, алейхиссалату вассалам, я буду против этого человека, даже если он мусульманин, в судный день. Это один. И таких изречений очень много. То есть, например, о муахиде, о том, который зимми, о том, который мустаман. То есть, если человек, ман аммана раджулян, человек дал кому-то обещание, например, я кого-то пригласил, даже если он харби, даже если он, например, неверующий, сражающийся с мусульманами, я ему дал слово исламское, что ты под моей защитой, ты под моим, например, амана. Можешь приезжать, пока эта договоренность не пройдет, никто не имеет права его трогать. И тому подобное. Хотя он явный враг. Тому то же самое послы, например, отправляющие, которые отправляют, то же самое. То есть тот посол, которого отправляют для договоренности, для и тому подобное. То есть ислам, он охватил все. Представляешь, как все разобрали ученые из хадисов, аятов. Мы привели 2 аята, которые, если внешне смотреть, в одном месте Аллах говорит, сражайтесь, в другом месте Аллах говорит, относитесь к ним с добром. Как это совместить? Хадисы пророка, алейхиссалату, дают объяснение этим аятам, и все становится на свои места. А такие исламофобы, на самом деле озлобленные, тем, что у них себя ни в чем они не проявили в жизни, никаких успехов не достигли. Вот мы на него смотрим, я еще раз говорю, это человек, который ни в какой деятельности, кроме как сидеть и болтать, никакой у него нету ни команды, которая там себя покажет. Пусть я говорил каждый раз, хотя бы 10 человек достойных, вот внешне смотришь на них, вот воспитанные, хотя бы людским, человеческими качествами, образованные, какое-то образование. Пусть они встанут и за него засвидетельствуют, что этот человек достойный мужчина, настоящий герой. А вот эти комментарии, эти боты, моты, там сидят исламофобы, которые мы даже их по никам можно определить, что это не мусульмане. И то, что там они сотни комментариев будут писать в поддержку этого человека, это ноль. Это ни о чем, это пустота, это воздух. Хотя на людей это влияет сегодня, так как все сидят в интернете, ютубе, оттуда черпают. Поэтому будьте из тех, которые получают знания достойно, правильно, системно, дисциплинированно, не пассивно, сидя за компьютером, сидя в YouTube-канале. Поэтому, значит, 4 категории. 3 категории исключены из этого аята. Одна категория, понятное дело, тот, который нападает, угнетает и тому подобное, так как это религия настоящих рабов Аллаха, мужчин и женщин, конечно, мы должны защищать свою честь, свою религию, свое тело, душу, свой двор, свою родину и тому подобное. Конечно же, ислам, он это включает в себя. И приведу еще раз исторический момент, почему была ниспослана ая, где сказано «Ля янхакумуллаху аниллазина лам юкатилукум», то есть фиддин, где сказано, что Аллах не запрещает вам относиться к тем, которые не сражаются с вами, не уделяются из домов. Мы приводили этот аят. И сказано, что Асма бинту Аби Бакр, дочь Абу Бакра Асма, пришла к пророку, алейхиссалату вассалам, и спросила о своей матери. Сказала: о посланнике Аллаха, ко мне пришла мать, принесла подарки. Как относиться? Она не мусульманка, не приняла ислам. Что мне делать? И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал ей: прими ее, пусть она приходит, заведи домой, прими подарки. Ну, если эти подарки дозволены. И сказано, что ниспослан был этот аят. Аллах не запрещает. То есть относиться к родителям, к родственникам, даже если они не мусульмане, враждебно, не призывает ислам относиться враждебно, относиться достойно, правильно, красиво, именно показать красоту нашей религии. То есть Аллах это не запрещает, наоборот. И сказано, что Аиша, радийаллаху анха, то же самое сказала Асма от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, и это было принято. Шамиль, ты привел несколько фактов,
исторических фактов, в первую очередь хронический аят, хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где мы прекрасно видим, что ислам – это религия добра и справедливости. Где мы прекрасно видим, что Аллах, субхану ва тааля, не говорит ко всем подряд к мусульманам относиться одинаково, плохо, зло и так далее. Да. Если тебе делают зло, если тебя не оставляют в своих жилищах, если тебя выгоняют из своих жилищ, так любое государство будет принимать меры. Вот многие говорят о джизье, как о унизительном законе против немусульман. Да. Который, да, заставляет немусульман против их воли платить джизью. В рамках этого вопроса расскажи, пожалуйста, нам, раскрой эту тему, что такое джизья. Да. Вообще, аль-джизья – это, если передать его как бы внешний смысл, это дань или налог, как сегодня используют. И это именно взимается с человека, который живет на исламских землях, в котором есть правление, у которого есть халиф, имам, амир. И он договаривается, что он будет проживать, и каждый год будет выплачивать определенную сумму. Насчет суммы тоже мы скажем. С кого берется это? Это со взрослых, совершеннолетних, трудоспособных мужчин, зимиев, способных платить. То есть даже если он мискин или же он не может платить, даже с него не берется. Он способен и работать способен. У него какая-то есть профессия, деятельность. И именно не берется женщин, с несовершеннолетних, с бедных, с рабов не берется. Не берется тех, которые монахи служат, например, в церквях, да, с них тоже не берут. Если они не участвуют в мирской жизни, то есть если они участвуют в мирской жизни, не только они занимаются, не службы, не только свои службы проводят определенные, но они участвуют в каком-то бизнесе и тому подобное. Тогда уже смотрится, если он мужчина, опять же, совершеннолетний, трудоспособный, с него. А также старики и больные. То есть, естественно, взрослые люди, они не способны зарабатывать, или же больные. То есть, настолько все охвачено. Сегодня не говорится, вот иди, давай ты вот будешь унижен, ты будешь тем, который будет там на побегушках у нас здесь бегать. Нет. Он такой же житель, как и другие мусульмане. Он такой же гражданин этой страны. И смотри на суммы. То есть, если будем переводить в дирхамах, это не поймут люди, мы сразу переведем их как бы в рубли и объясним. Значит, в год один раз богатый зимий платит около 13 тысяч рублей по сегодняшним меркам. Не каждый месяц, а год. Да, в год. Средний около 7 тысяч, 6,5. Бедный где-то 3 с лишним. Это бедный. Бедный имеется в виду тот, который хоть что-то он зарабатывает, какая-то определенная сумма. Если он вообще не зарабатывает, и нет у него никакой дохода, нет, это совсем другая категория. То есть это по сравнению с европейской налоговой службой, вот сегодня, сколько я знаю, чеченцев, кто там, они жалуются на эти налоги. Постоянно огромные налоги – это копейки. То, что они платят, и они платят с каждого заработка. Тут не говорится с каждого заработка. Там-то с каждого заработка смотрят и наблюдают, и забирают. А тут вот такая, как бы, это на самом деле мало по сравнению с современным налогом. Это очень мало. Ну, Шамиль, вот видишь, почему-то вот эту сторону этот человек не поднимает, например. А ему это не интересно. Да, понимаешь? Конечно. Вот смотри, несмотря на то, что нагло, несправедливо, да, этот человек заявляет ложь на ислам, говоря о джизье, да, если мы сейчас возьмем этот вопрос, видя, вот ты сопоставил, видя, что налоговая система Европы намного раз, в 10-кратном размере берет больше. Понимаешь? Да. Он зашел сюда, вот этот вопрос, понимаешь? Да. Но это же люди, которые хотя бы немного имеют разум. Неужели вы не видите, что этот человек чистый враг ислама? Несмотря на то, что даже видя два стороны, что тут налоговая система Европы, угнетая и беря больше и больше и больше денег у людей, а тут малая часть, и то в интересах этого же не мусульманина. Вы видите, он закрывает на другой глаз. Значит, вы должны понимать, этот человек, который сидит в бункере, да, поставив сзади всякие плакаты викингов, рассказывает бред и испорченное свое понимание ислама. Это враг ислама. Вот так делаешь, смотришь, это враг ислама. Вот как я сейчас выключаешь и убираешь его. Шамиль, смотри, вот давай
разберем вот этот момент. Значит, он платит просто, чтобы мусульман сделать богатыми, Да. несмотря на то, что мы понимаем, что это копейки, Да. и то ли в год один раз. Или он платит для своей безопасности. Да. Я хочу, чтобы ты раскрыл этот момент. Конечно. Безопасность имеется в виду, например, напали враги. Да. Внешние враги напали на государство Да. исламское. И вот этот зимми, не мусульманин, который платил джизью. Да. Как он в этом случае, какие у него функции, какие у него, так сказать, полномочия, что он может использовать, не использовать? Как минимум два важных момента мы зафиксируем и скажем. В первую очередь, это сохранность. Он, понимая, что сильное государство, мусульмане справедливы, ислам прекрасен, он хочет жить на территории мусульман, и он под полной сохранностью и покровительством правителя. Это раз. Он как будто бы приходит, дает, например, эту сумму денег в год и говорит: я хочу быть под вашей сохранностью, под вашей защитой, я хочу освободиться от военной службы. И он приносит, например, 13 тысяч рублей в год, ему говорят: все, ты свободен, мы тебя будем охранять, мы тебя будем защищать, ты не переживай. И все. Даже, вот как ты сказал, если напали, его не призывают. Если он хочет, он будет участвовать. По своему желанию. Да, по своему желанию. Но мусульмане обязаны, мужчины, выходить, а он не обязан. Его не обязывают именно, халиф его не обязывает именно в этой жизни, не говорит ему: вот ты обязан, давай выходи, ты же здесь живешь. А где это сейчас, как ты сказал? Где такой порядок? Как можно настолько унизительном положении, зная, что это наоборот прекрасно, зная, что наоборот защищают права не мусульман, как можно это постараться выставить в плохом виде? Да, это они вот специально и делают. Ты сказал, что он враг ислама, на самом деле он враг вообще человечества. На самом деле, да. Он враг человечества. Против ислама, понятно, это очевидно, но он плюс к этому скрыто враг человечества. Как раз таки мы это сейчас будем обсуждать. Шамиль, следующий вопрос. Вот можно часто услышать, что ислам основан на шовинизме. Вот что означает шовинизм и как ты считаешь, почему сегодня вот эти враги ислама вот используют это слово шовинизм в понимании ислам, религии у них испорченного? Да. В первую очередь мы должны сначала понять, что такое шовинизм. Шовинизм, если посмотреть в больших словарях русского языка или же других языков, мы найдем, что это крайне радикальное проявление нацизма. То есть расовый нацизм, национальный нацизм. То есть говорить, что вот только мы, это как сегодня мы видим у сионистов, например, или у некоторых даже жителей некоторых национальностей Кавказа тоже видим. Избранный народ. Да, мы избранные, мы лучшие, остальное отбросы. Это и есть шовинизм. Это ужасное дело, это отвратительное дело. Теперь будем говорить о том, тот, кто говорит, что ислам шовинизм, он даже не знает определения этого слова, потому что шовинизм – это именно провозглашать над кем-то то, в чем у тебя не было выбора. Вот, например, в чем разница нацизма и в чем разница в том, что мы говорим, вот ислам – это религия Всевышнего, вот мы призываем, чтобы вот люди принимали ислам. Когда мы это говорим, не потому что мы провозглашаем какие-то качества, которые у нас не было выбора. Например, я чеченец, ты тоже. Есть русские, есть китайцы, есть американцы. Никто из нас не выбирал нацию. Никто из нас не выбирал пол, например. Никто из нас не выбирал, в какой семье ты родишься. У нас в этом не было выбора. Выбор в чем у нас есть? Быть хорошим или плохим? Быть грешником или же быть соблюдающим, быть человечным или быть бесчеловечным. В этом у нас есть выбор, правильно? Если я буду провозглашать или же показывать свое достоинство, в чем у меня не было выбора, это уже проявление шовинизма. Например, если у меня не было выбора, что я чеченец. Тут есть русский, например, знакомый, и я говорю: я лучше тебя, потому что я чеченец. Это нацизм. Это шовинизм, это проявление, одно из, если я радикально буду это преподносить. А в исламе у нас есть выбор. То есть у человека есть выбор, есть понятие права выбора, есть понятие выбор. У тебя есть выбор, например, грешить или нет, быть хорошим или нет. И когда мы, например, говорим, что, например, гипотетически, если мы возьмем, например, какого-то Ахмада, он плохой, и возьмем, например,
Василия с Москвы, он хороший, например, в действиях. Мы никогда не будем провозглашать Ахмада или Шамиля из-за его имени и происхождения. Если он плохой, он плохой. А если, например, Василий хороший в действиях, поступках, щедрый, достойный мужчина, он лучше, чем этот, потому что в этом у них есть выбор. И мы отличаем одного от другого в чем у него есть выбор. Быть верующим или быть неверующим. Быть хорошим или плохим. В этом мы оставим кого-то вперед, кого-то нет. Поэтому мы говорим, вначале привели ая, где сказано «Я аюханнасу таку раббакум». О люди, будьте богобоязненны, бойтесь своего Господа. Когда мы это говорим, имеется в виду, в чем у вас есть выбор, выберите правильный выбор. Уверуй, не будь лицемером, не будь грешником, будь достойным. То мы говорим, мы же отличаем, и вот этот наш объект общения тоже отличает. Он понимает, что щедрый лучше, чем жадный, добрый лучше, чем плохой. Например, маньяк хуже, чем, например, того, кто, например, противостоит злу. И тому подобное. Он это понимает, прекрасно знает, что наркоман хуже, чем того, кто здоровый образ жизни ведет. У них есть выбор. То мы то же самое говорим. Мы говорим, будьте верующими, будьте теми, которые уверовал Всевышнего, в Господа, единого Бога, и уверовал во всех пророков. Мы не говорим только Мухаммада, алейхиссалату вассалам. На данный момент это последний пророк, но и до него тоже были пророки. И то, что он, помнишь, приводил, мне отправили, что якобы вот мы привели хадис пророка, алейхиссалату вассалам, где сказано «Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси», и что вот они только говорят желать добро только для мусульман, для своего брата. Но он оставил ривая вторую, мы его тоже приводили, но он это и не увидел, и не хочет видеть, где сказано «Ля ю'мину ахадукум хатта юхиббу линнаси», для людей, джами'ан, для каждого человека, ма юхиббу ли нафсихи мин аль-хойр, пока он не пожелает блага, добра для людей, для каждого человека, верующий человек обязан желать ему добро, даже если он атеист. Желать ему, чтобы он уверовал, чтобы он был хорошим, добрым, чтобы он не попал в ад. Это моя обязанность, желать ему, пока он жив. То отсюда следует, что он меняет тексты, подтасовывает, отсюда берет, оттуда выхватывает. И потом он еще говорит такое слово, приводит философов там, и тому подобное, говорит, что это правило, оно и так было. То есть вы говорите, что это такое потрясающее правило, которое пророк Мухаммад сказал, алейхиссалату, и приводит некоторых философов, что вот они там, или психологов, что они и так это говорили, то есть это и так было. Конечно, было. Пророки-то были и до Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Мы же говорим, что это правило при каждом пророке было. От Адама до Мухаммада это правило было. Желать добро – это правило каждого пророка, но как раз таки эти философы, психологи это взяли от пророков. То есть вот если взять, много есть изречений психологов или же философов, они это берут от пророков и приписывают это себе. Вот я такой умный, я так сказал. Это мы тоже уже можем привести, доказать, и можем отдельный подкаст насчет этого сделать, что вот достижения, именно научные достижения, они взяты от пророков, алейхиссалам. Мы это как-нибудь отдельный подкаст насчет этого тоже сделаем. Шамиль, также часто сейчас вброс идет неправильное, испорченное понимание хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он приводит, говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не давайте первым салям иудеям и христианам. Этот хадис как нужно понимать? Но он его понимает и преподносит, как будто в этом есть унижение для немусульман. Какое правильное понимание этого хадиса? Нет, конечно же, отрицания или запрета, приветствия кого-либо. Такого нету запрета. То, что сказано пророком, алейхиссалату вассалам, «Ля табдау биссалам», не начинайте с салама, то есть говоря о том, что именно говорить «Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату» это из признаков мусульман, то есть это именно относится к это приветствие, оно особенное к мусульманам. Но нету запрета приветствия. Вот видишь, как они переводят опять. Приветствовать неверующего нельзя, нет такого. Приветствовать можно. Например, сказать «добрый день»,
желаю вам приятного времяпровождения, здравствуйте, приветствую вас. Такого запрета нету. Именно ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И то там есть свои объяснения, что когда иудеи того времени проходили мимо пророка, алейхиссалату вассалам, они сказали ассаму алейкум. То есть это как в то время понималось и сейчас. То есть смерти тебе, желаем тебе смерти. То пророк сказал ва алейкум. Просто, да. И вам того же. То есть не добавил, ни другого. А Аиша добавила, она сказала ассаму алейкум ва ла'натуллахи алейкум, чтобы проклял вас, унизил вас. То тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал мягче, у Аиша мягче. То есть показывая, что достигается, когда ты мягче обращаешься, мягче относишься, лучше, чем это делать в гневе или же со злостью и тому подобное. То есть посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, был настолько мягким, когда это лично его касается, он не попадал в гнев, он не был озлоблен и тому подобное. Если это касается религии Всевышнего, тогда, естественно, гневаться является достойным и правильным. Это называется праведный гнев. Как и бывает праведная ревность, также есть праведный гнев. Но надо понимать, когда у тебя праведный гнев, когда у тебя неправедный гнев. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, проявлял справедливость и милосердие к немусульманам. Он посещал больных немусульман, также торговал с ними честно. Мы знаем историю, как иудейка, которая хотела его отравить, она пригласила его в гости, но Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, принял это. Даже принял и пошел в гости. То есть это отношение, он защищал их права. Почему же эти враги ислама не рассказывают про такие истории? Потому что они враги ислама. Да. Вот почему. У них одна цель. Это показать ислам в таком виде, что это ужас, что это жесткость, что это несправедливость и тому подобное. Для людей, которые не знают арабского языка, не знаком с арабским переводом, скажи, пожалуйста, вот этот символ приветствия «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату» или коротко «Ассаляму алейкум», вот, перевод для того, чтобы люди понимали, это же чисто исламское приветствие, да. И оно не относится к немусульманам. Да. Разъясни, пожалуйста, этот момент. Да, если буквально переводить «Ассаляму алейкум», мир вам, вашему дому, и благословение и милость Всевышнего. На самом деле ученые по-разному растолковали, и этот хадис тоже, то есть некоторые сподвижники даже разрешают и такое приветствие, то есть ассаламу алейкум, есть разногласия среди ученых, которые даже разрешили это приветствие, то есть именно давать не мусульманину, но в основе своей сказали, что это именно исламский признак. Много же есть исламских признаков. Мечети, минареты, одеяния, например, внешний вид. Есть отличия. То есть это отличие. И те ученые, которые разрешили, сказали в значении, чтобы именно желать этому человеку тоже мира, блага, милости, чтобы Аллах наставил его, чтобы Аллах дал ему правильное понимание, осознавание. В таком значении сказали можно, то есть приветствовать именно саламом. Но те, которые запретили, они сказали, что это относится именно к мусульманам, и посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, в этом изречении запретил, так как это исключительно приветствие для мусульман. А другие виды приветствия, сабахул хайр, масаул хайр, там, добрый день, добрый вечер там, и тому подобное, это не запрещено. Наоборот, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, когда к нему пришел один человек и сказал, что мне просить у Всевышнего? Он не мусульманин. Пророк сказал, ты неверующий, у тебя ничего не принимается, уходи. Он сказал, проси у Всевышнего, чтобы Аллах тебя наставил. Тот хорошо ушел. Прошло время, он принимает ислам, возвращается, и говорит, Аллах меня наставил, что мне сейчас просить? Он говорит, теперь проси прощения ошибок, и чтобы Аллах увеличил твои знания, благо. То есть вначале пророк его не отверг, он сказал, прости, чтобы Аллах тебя наставил на истинный путь. Он ушел, вернулся уже верующим мусульманином, и уже Аллах, пророк, алейхиссалату вассалам, уже просил, говорит ему другое уже дуа просить. То есть таким образом посланник Аллаха, как-то сказал, относился к
ко всем справедливо, милосердно, с добротой. Никого никогда не унижал. Вот как ты говорил, много есть историй, где он одного старого иудея слепого кормил каждый день, хотя тот его бранил, плохо отзывался от него, он своими прекрасными благословенными руками кормил его, и потом, в конце концов, история большая, принял ислам. Тому подобное. К соседям неверующим, которые плохо относились, он обратно так не относился. Даже вплоть до его дяди, который бросал мусор у крыльца пророка, алейхиссалату вассалам, и тому подобное. Наоборот, он даже навещал их и спрашивал, как у них, что-то нужно ли им, и тому подобное. То есть было такое, что пророк, алейхиссалату вассалам, он не проявлял ту враждебность, которую они проявляли пророку, алейхиссалату вассалам, своей добротой. Не потому, что он их возвеличивал, не потому, что он там возвеличивал их, например, заблуждение, или же проявлял уважение к их, например, поклонению идолам. Нет, показывая красоту, справедливость, высочайший уровень культуры ислама. Поэтому посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, это величайший человек, который объединил в себе все качества человека полноценные. Это был аль-инсан камиль, полноценный человек. Баракаллах, да воздаст Аллах благом, Шамиль. Несомненно, человек, который ознакомлен с сирой, жизнеописанием пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его полюбит. И много тех людей, которые рассказывают, да, христиане и буддисты, когда ты читаешь вот их изречения о пророке Мухаммаде, они есть в свободном доступе в интернете, почитайте, пожалуйста, и британских писателей, да, которые ознакомлены с жизнеописанием пророка, посмотрите, как красиво они высказываются и признают величие как человека Мухаммада, признают, и многие из них признают его пророчество и говорят, что потому что они ознакомлены с этим человеком, с жизнеописанием, они видят его качество, доброту, справедливость, боязнь Всевышнего Аллаха, да, и человек, который изучил жизнеописание пророка, он никогда не останется на стороне зла и не будет клевещать на пророка, потому что, изучив его жизнеописание, он поймет, какой великий человек это был. Шамиль, вот исторический факт завоевания Иерусалима, освобождения Иерусалима Саляхуддином аль-Аюби, да, предводителем мусульман. Вот скажи, пожалуйста, мы знаем, вот история, я знаю, что за 3 дня сами писари, христиане, историки писали, что за 3 дня выразили 100 тысяч мусульман, убили их, да, и их лошадей тоже убили, женщин, детей, стариков. То есть вот такую грязь, вот такую несправедливость, вот такое преступление сделали не мусульмане. А теперь мусульманин освобождает Иерусалим. И как он поступает с немусульманами? Очень важный, прекрасный вопрос, так как в исторических фактах мы наблюдаем террор, показывая именно направление конфессии, направление определенных, например, в мире религий, что якобы они призывают к такому террору. Мы такой террор не видим ни в христианстве, ни в каких-либо таких, как бы сказать, в мире распространенных больших религий, тем более в исламе. То, что там было, это крестовые походы, на самом деле этого прямого призыва мы не наблюдаем сегодня именно в тех книгах, которые используют христиане. Это было именно террористический акт, как сегодня, например, мы видели, например, ИГИЛ, ИГИШ там, и тому подобное, показывают якобы ислам таким образом, вырезают всех подряд, то это была попытка, может быть, показать жестокость или же какие-то такие государственные цели, именно распространить власть, взять в руки власть и тому подобное в то время. И они не только мусульман, да и не мусульман, и всех, кто был на их пути, вырезали всех подряд. То, как ты и сказал, Салах ад-Дин аль-Аюби, очень важно упомянуть, что он был аш'ари, в убеждениях аш'аритом, шафи'и мазхаб, то есть у него был тариката, он был именно ахлю тарика, то есть суфием, то есть это человек, который следовал полностью ахли сунна валь джамаа, всем тем школам, признанных в мире всеми мусульманами. Это очень важно. И он за 3 месяца освободил все мусульманские территории. За 3 месяца. Вот такой настолько был одаренный, избранный, особенный человек. И когда он завоевал Иерусалим, были
именно предводители тех походов, они сказали: что ты сделаешь с нами? Естественно, они боялись, что он то же самое сделает. Он сказал: я последую словам пророка, алейхиссалату вассалам. Посланник Аллаха запрещал убивать женщин, стариков, детей и тех, кто сдался. Если он сдался, монахов, служителей их церквей, даже не запрещено деревья, животных, нельзя это трогать. То есть я не подобен вам, и мусульмане не подобны вам. Мы не будем вам мстить. И как он сказал, так и сделал. Даже сказано, что он во времена сражений, не то, что они когда сдали Иерусалим, во времена сражения, когда брал в плен пленников, ходил из своих рук, кормил их финиками, показывая им, что мы не пришли сюда просто уничтожать или убивать, мы пришли сюда с истиной. То есть есть исторические факты: своими руками, своих рук, сам амир, предводитель, своих рук кормил их финиками, тех, кто только что воевали против мусульман. И таких фактов очень много. Мухаммад Фатих, завоеватель Константинополя. Сподвижников сколько можем приводить. Самый большой пример для нас после посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, нашей уммы — это сподвижники, Умар ибн аль-Хаттаб и другие, которые завоевывали, распространяли истину. Они никогда не поступали несправедливо, никогда не уничтожали даже здания, деревья, животных. О людях мы вообще молчим, женщины, старики и тому подобное. Поэтому эти исторические факты указывают на то, что ислам не пришел для уничтожения или угнетения, или распространения справедливости. Эти факты не приводят ни наш объект, ни тому подобное исламофобы. И не будут приводить, потому что это не в их интересах. Для тех людей, которые есть человечность есть, да, они, зная, услышав эту историю или зная, вот посмотрите, пожалуйста, как у немусульман, у которых есть человечность, как они его называют? Благородный принц Салахуддин, они его называют. Благородный принц. Это они дали ему. Справедливый правитель. Да. Они его называют в истории, я читал тоже немало. Шамиль, да воздаст Аллах благом, вот я хотел бы завершить наш с тобой подкаст, чтобы ты разъяснил вот этот хадис. Абдулла ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: остерегайтесь мольбы притесненного, ибо между ней и Аллахом нет завесы. Туда относятся только мусульмане или каждый человек? Нет сомнения, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он определил некоторых людей, статус некоторых людей, от которых принимается дуа. То есть, когда говорится «нету завесы», имеется в виду, он близок к принятию дуа. Аллах дает ему ответ на дуа. И сказано, что угнетенный, опять мы приводили примеры, да, не мусульман, которые могут обратиться к Всевышнему. Но тут условие, естественно, что он знает Всевышнего. То есть он не поклоняется солнцу, он не у солнца просит, не у какой-то фигурки просит. Он знает Всевышнего, то есть он знает, что есть единый Бог, он знает, что нет ничего подобного, равного ему, знает, что он всемогущий. Даже если он не мусульманин, у него принимается дуа. То есть, если он обратился к Всевышнему из-за своего угнетения и говорит: да, о Всевышний, мои права нарушены, о Всевышний, помоги мне. Сказано, у этого человека тоже принимается дуа. Мы приводили пример, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сам именно посоветовал ему против своего угнетения. Он-то сам себя угнетает, если он находится в язычестве, например. Это же самоугнетение называется. Пророк ему сказал: это проси у Всевышнего, чтобы Аллах тебя вывел из мрака язычества и вел тебя в единобожие. И он пришел к этому. Это указано то, что у него дуа принимается. Поэтому ни в коем случае угнетать мусульманина или не мусульманина без разницы не дозволено, нельзя. И пусть остерегается каждой мольбы угнетенного. Шамиль, да воздаст Аллах благом. Я хотел в завершение также сказать несколько слов о одном этом персонаже, да, его последователи. У него есть свои последователи, которые говорят также и на чеченском языке, но их малое количество, но все равно я хотел бы обратиться к ним, которые поддерживают его. Когда он нохчалла, он говорит о чеченцах, и говорит, что нам не присуща арабская культура, он заявляет, да, то опять же у него отсутствует понимание религии и арабской культуры. Арабская культура это одно, религия и ислам это одно. Малая кучка последователей этого персонажа, я скажу вам,
а вам присуща культура викингов? Почему вы, видя, что этот больной человек в бункере сидит сзади, поставив какого-то Одина, вымышленного персонажа, и который говорит, я родной, я не знаю даже терминологии этих язычников, который говорит который ставит викингов. Почему вы, чеченцы, почему вы не обращаетесь к нему, не пишите такие комментарии? Разве вам не стыдно? Субханаллах. Потому что он гуайдат, он халял, нох чидат. Вот и я, да, мش حلا يحكي نعولي اللي يموني هو عربوا بيчوا, а что ты про викинги? Нам что ты викинга повесил сзади? Почему вы не говорите? Что он да, что я да, что просто дуй, что харцу и ахитин дол надо он делать что гица ол. Да воздаст Аллах благом, Шамиль. И завершение, так же как обычно по традиции, твое наставление, насиха смотрящим нам людям. Да, конечно, самые лучшие наставления нам оставил пророк, алейхиссалату вассалам, их очень много. И я призываю на этот раз быть умными, разумными, потому что есть понятие образования, есть понятие ум. Просто быть образованным, и то недостаточно. Даже если у тебя действуешь образование, но если у тебя нет ума понять, осознать, это уже будет гиблое дело. Поэтому я призываю к размышлению, рациональному, логическому, аналитическому мышлению молодежи, чтобы они не попадались на удочку вот таких сектантов, вот таких заблудших, как объект общения и тому подобных людей. Для того, чтобы не попасть на эту удочку, нужно быть умным, разумным, умеющим размышлять. Поэтому призываю к размышлению. Да наставит Аллах всех заблудших, и да примет Аллах наши все благие деяния. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.